Доброе утро, дорогая республика. 7:00, телеканал Якутия-24 и программа «Утро Якутии» приветствует всех вас. В этой студии сегодня вместе с вами встречаем это замечательное утро. Мы, Дарья Анкехова и Павел Танин, ну и, конечно, вся наша большая, огромная утренняя семья. Впрочем, как и прошлые 2 дня, как и будущие 2 дня, все неизменно, и это прекрасно, я считаю, потому что те, кто начинает утро вместе с нами, мы имеем в виду, конечно же, вас, наших телезрителей, у тех день всегда удается на славу. Как минимум с хорошим настроением он проходит, а из этого, конечно, вытекает и продуктивность какая-то, и достижение целей, которые вы на этот день себе ставите. Что, дорогие друзья, как всегда, напоминаем вам о том, что мы работаем в прямом эфире. А это значит, что вы можете, в принципе, участвовать в нашем эфире. Ну, вопрос можете задать, например, нашим гостям. Либо можете подкинуть нам какую-нибудь идею для сюжета. Или же напрямую поучаствовать в нашей утренней игре, за которой сегодня кто-то из вас может получить специальный приз. Для этого вам нужно будет лишь... ответить на вопрос, который совсем скоро редактор продублирует на нашем ТГ-канале. Если вдруг вы еще не знаете, что такое ТГ-канал, то проще всего отсканировать QR-код, который вы видите прямо сейчас на экране. И, значит, вы попадаете автоматически в телеграм-канал «Утро Якутии». Да, потому что очень важное условие для того, чтобы получить подарок, это, конечно же, быть подписанным на наш телеграм-канал. Если вы этого не сделаете, не надо так, надо подписаться, и все будет у вас тоже хорошо, как говорится, подсознательно будете понимать, что вы с нами, и день тем более еще лучше будет, чем если бы вы просто посмотрите наш эфир. Ну а по традиции мы, конечно же, начнем наше утро с информации о погоде. Температура воздуха на 6 часов утра в центральных районах была на отметке минус 28 градусов. В заречной группе 35-12 ниже 0. В южных 12-1 градус мороза. В Вилюйской группе 12 до плюс 1, в Нижнеленских до минус 15, в западных минус 2 плюс 3, в Колымендигирской минус 33, минус 19, в Янских минус 38, минус 16, на северо-западе 13-3 градуса ниже 0. Сегодня в Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 26 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем облачно с прояснениями. Температура воздуха ожидается до минус 7 градусов. Ну вот, дневная погода радует. Наконец-то в некоторых районах нашей республики уже плюсик. Вот, например, в Вилюйской группе, в западных районах +1, +3 уже радует. Но остается нам порадоваться за них и дождаться таких же температур в своих населенных пунктах. Это будет уже совсем скоро, я думаю, неделька, может быть, 2, максимум 3 или 4. Хороший от тебя прогноз такой. Ну что, дорогие телезрители, сейчас давайте проснемся с хорошими новостями, которые произошли на территории нашей республики и за ее пределами. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Около 3000 якутян получают повышенные пенсии за длительный труд в сельском хозяйстве. Эту меру поддержки предоставляют неработающим пенсионерам, которые трудились в аграрной сфере не менее 30 лет и на момент назначения доплаты проживают в сельской местности. Отмечается, что данная надбавка сохраняется даже в случае переезда пенсионера в город или изменения статуса сельского поселения на городской. Социальный фонд Якутии упрощает получение мер поддержки, активно внедряя беззаявительные форматы работы и расширяя спектр цифровых сервисов и электронных услуг для жителей региона. Теперь для назначения мер поддержки достаточно одного заявления без предоставления дополнительных документов. Это нововведение, обсуждаемое на ежегодном семинаре совещания с участием руководителей всех клиентских служб республики, позволит значительно ускорить процесс получения услуг сотнями тысяч якутян, включая тех, кто проживает за пределами региона. Благодаря формату социального казначейства жители Якутии смогут получать необходимую поддержку в кратчайшие сроки.
Задачами в 2025 году продолжить также реализацию всех услуг достижения показателей в электронном виде, в том числе и по открытию центров общения старшего поколения. Это на сегодняшний день в рамках национального проекта «Долголетие», конечно же, центры общения, которые у нас были открыты в 2023 и в 2024 году, продолжить их активное открытие уже в 2025 году. В Москве пройдет книжный фестиваль «Красная площадь» с 4 по 7 июня, посвященный 80-летию Победы. Гостей ждет грандиозный литературный праздник, приуроченный ко дню рождения Александра Пушкина и Дню русского языка. На 12 площадках от исторического музея до Лобного места, а также в ГУМе будут представлены лучшие художественные, научно-популярные, образовательные и детские книги со всей России, включая букинистические издания и книги от ведущих музеев. По традиции посетители смогут услышать произведения классиков и современников в исполнении известных российских актеров и музыкантов. В Якутске в спортивном комплексе «Дахсун» прошли матчи Кубки Арктики по фиджитал-футболу. Соревнования впервые проходили в рамках молодежного фестиваля «Муус Устар». Фиджитал-футбол делится на два этапа. В первом этапе спортсмены играют в футбольный симулятор FIFA, а на втором этапе выходят играть на поле. Это соревнование стало важным шагом в развитии направления фиджитал-спорта в нашей республике. Фиджитал-футбол – это одна из дисциплин, в общем, фиджитал-спорта. Оно включает в себя несколько дисциплин. Это фиджитал-футбол и хоккей, ну и так далее. Всего у нас 9 команд получилось. Это у нас районы такие, как город Якутск, но ведущие футболисты, где имеются. И также у нас есть представители северного арктических районов. Это у нас Устьянский район. Это впервые такие большие, крупные соревнования по фиджитал направлению нашей республики. Сегодня в Якутске стартуют первые конкурсные мероприятия для финалистов регионального этапа конкурса «Мастер года». Главное профессиональное соревнование года собрало 8 лучших преподавателей и мастеров производственного обучения. Конкурс продолжится до 21 марта, завершится торжественной церемонией награждения, где будет объявлено имя победителя. Именно он представит далее Якутию в финале, который пройдет уже в Курской области. О том, что ждет участников на этом конкурсе, нам расскажут финалист, это Светлана Прудецкая, преподаватель финансово-экономического колледжа, а также эксперт конкурса Татьяна Халдеева, заместитель директора Якутского технологического техникума. Доброе утро. Доброе утро. Татьяна Дмитриевна, первый вопрос будет к вам. Сегодня участникам предстоит провести очередное испытание, практическое занятие, насколько мы знаем. Расскажите, по каким критериям будет оцениваться? Здравствуйте еще раз. Конечно, открытый урок – это для педагога, это самое, считаю, главное. И что они будут демонстрировать? В первую очередь свои профессиональные навыки, насколько они владеют своей профессией, будут показывать, какими технологиями они пользуются, демонстрировать их и, конечно же, креативность. Но следующий этап тоже такой звучит интересно, если не ошибаемся, называется он «Влюбить в профессию». Что скрывается за этим названием, что ждет участников там и какие задачи здесь предстоит решить. Потому что если с открытым уроком мы плюс-минус понимаем, что будет происходить, а вот тут как-то интересно. Это профориентационное мероприятие, и категории участников там будут, слушатели будут самые разные по выбору оргкомитета. Это могут быть школьники, это может быть и взрослое население, это могут быть студенты, которые тоже очень нуждаются в своей профессиональной ориентации. И задача педагога – это в первую очередь действительно влюбить в свою профессию, увлекать, увлечь профессией и, конечно же, умение использовать, умение обращаться с аудиторией с учетом их возрастных, психологических особенностей своих слушателей. Светлана, тогда будет вопрос, как вы влюбились в свою профессию, и по какой дисциплине сегодня вы преподаете предмет? Доброе утро еще раз. Я преподаю бухгалтерские дисциплины, специальные дисциплины по экономике, бухгалтерский учет по отраслям. Но я влюбилась в профессию. Я не стала сразу педагогом.
Я вообще работала 20 лет, у меня стаж бухгалтером. Я начинала работу свою трудовую деятельность бухгалтера-кассира и доросла до главного бухгалтера. И потом меня однажды пригласили в мой колледж, чтобы поделиться опытом, да, со своими студентами. И вот так меня затянуло, что осталось в педагогической деятельности. А что побудило именно в конкурсе принять участие? И какие цели, наверное, от участия ставите перед собой? На самом деле для участия в конкурсе методический отдел выдвинул мою кандидатуру. До этого я подавала свою кандидатуру тоже 2 раза. И с 3-й попытки я, получается, в этом году попала, юбилейный год. Бог так любит получилось. Троицу, да? Да, Бог любит Троицу. И поэтому в этом году я попала. По своим по критериям тогда я, получается, попала в финал. 8 лучших. Ну и как вы готовились к конкурсу? Немаловажно, да? Вот уже немножечко сказали о том, что этапов там много, да? Да, этапов много. И вот как идет подготовка? Безусловно, здесь нужна команда. В любой соревновании нужна команда. И, пользуясь случаем, я бы хотела поблагодарить свою команду в лице моего директора Соломоновой Анастасии Васильевны, в лице заместителя директора по учебно-методической работе Солдатовой Галины Федоровны, методистам, моим коллегам и моим студентам за веру в меня. Вот это, наверное, самая главная такая поддержка. Это ваши студенты, которые, наверное, их очень много, правильно? Да, их много. 800 студентов. Вот, 800 студентов болеют. Это ли не главная поддержка? Это, да? если так суммарно собрать, почти как некоторые институты вообще, в принципе, за все время выпускников-то столько не имеют, да? У вас Да. люди, которых вы воспитали фактически профессионально. Но вера — это, конечно, хорошо, но не одной верой, да, все славится. Поэтому, Татьяна Дмитриевна, вот вопрос, на ваш взгляд, да, какие навыки наиболее важны для успеха в конкурсе, что отличает вообще, вот если по опыту прошлых лет, победителей от остальных участников? Ну вот как раз хотела сказать, что в 2023 году наш мастер производственного обучения Готовцева Зоя Ивановна была победителем регионального этапа, и мы представляли Якутию именно в Туле. На и всероссийских, да? в всероссийском конкурсе этапе. И я считаю, что самое главное, это педагог должен учиться постоянно. Вот как говорил Константин Дмитриевич Ушинский, учитель живет до тех пор, пока учится. Поэтому я считаю, что это площадка своего рода повышения курсов квалификации. Они здесь учат не только вот обмениваются своим опытом, да, но и будут принимать умения, новые какие-то технологии у своих коллег, лучших из лучших. Поэтому я желаю нашим конкурсантам, нашему оргкомитету, нашим экспертам плодотворной работы, потому что предстоит очень ответственная работа. Действительно, мы выбираем именно лучшего из лучших для того, чтобы потом представить вот Якутию на всероссийском уровне. А у меня почему-то вот мысль такая родилась, как бы парадоксально не звучало: учитель — это не про то, чтобы учить, а про то, чтобы учиться, Да. получается. Гениальная мысль. Светлана Семеновна, ну, у нас осталась буквально минутка, да? Расскажите, вот все-таки нужно идти же в ногу со временем, да, и молодежь, она прям этого требует. А работая со студентами, нужно постоянно, наверное, внедрять какие-то новые технологии, чем-то их увлекать. На одних книгах, да, уже сыт не будешь, да? Вот какие новые технологии вы используете в работе со студентами? На самом деле я использую различные современные технологии. Например, на парах своих я использую кейс-методы. Это когда ролевые игры идут. То есть здесь студент сам применяет роль бухгалтера. Например, кассира. Да? Заходит клиент, он рассчитывается с этим клиентом, и тогда он приобретает профессиональный опыт. Самое главное еще есть, я применяю автоматизированную систему бухгалтерского учета, которые обязательны для бухгалтеров. И еще применяю такой метод, традиционный более-менее метод, да, это когда проектная деятельность идет, когда студенты сами подготавливают, уже здесь креативность, да, у студента появляется, сами изучают материал и потом рассказывают и защищают свою работу.
Вот так. Ну, я думаю, все вот эти ваши навыки, все ваши различные вот эти методики помогут вам занять почетное место, ну, а лучше, наверное, первое место, да, в конкурсе «Мастер года». Мы желаем вам успеха, удачи, у вас сегодня волнительный день. Спасибо Но большое. организаторам мы желаем, конечно, чтобы этот конкурс продолжался из года в год, и тем самым вот такие преподаватели у нас имели возможность показать себя. Спасибо. Спасибо. Ну, на самом деле, прекрасный пример вот именно влюбленности в свою профессию, и всегда это вообще залог успеха. И еще один такой пример именно влюбленности в свое дело, влюбленности в то, что ты делаешь. Вот, например, в сердце, да, суровой нашей якутской зимы зоопарк «Ортодойду» становится не просто местом встречи с уникальной фауной севера, а настоящим спасительным островом для диких животных. Здесь, на краю России, специалисты не только сохраняют редкие виды, но и возвращают к жизни раненых медведей, обессиленных орланов и других обитателей тайги, даруя им второй шанс на свободу. Как работает этот уникальный центр реабилитации и почему его миссия важна для всей экосистемы, узнаем в материале Руслана Очирова. Друзья, познакомьтесь, это Наталья Владимировна, заместитель директора зоопарка «Ортодойду». И вот сейчас мы в разговоре узнали очень интересную историю про овцедука. Как его зовут? Его зовут Гога. Ага. Он поступил к нам в 2017 году в рамках реабилитационной работы. Его нашли в Алайховском районе инспектора охраны природы. У каждого животного практически своя история. Много животных поступило именно вот, по реабилитационной работе. Зоопарк много работает в этом направлении. Вот. Ну и экспозиция, наверное, вообще вся коллекция животных, это практически все те животные, которые пострадали от каких-то действий природных или антропогенных, да. Вот. И малая только, наверное, часть животных, которые поступили из других зоопарков. Вот. Поэтому здесь вот у каждого своя история. Анабарка тоже, например, из Анабарского района в 2018 году поступила тоже вот совсем ослабшим теленочком. Чара у нас в зоопарке родилась. Вот. Бизоны, они из питомника Усть-Ботома были переданы дирекции биологических ресурсов. И уже 3 раза был приплод у них. Вот. Ну, в общем, так вот. И по белым медведям мы тоже очень много сделали работы, ну, начиная от Колыманы, что она все тоже была спасена ведь во льдах, вы помните, наверное, в 2012 году. После этого и Умка Аяна, которую нашли в 2017 году в Среднеколымском районе, то есть она ушла от побережья, медвежонка маленьким, ну, около порядка 400 километров, да, вглубь материка. Вот, и вот ее спасали там всем тоже Министерство экологии, инспекция охраны природы. И вот от зоопарка поехал ветеринарный врач. Вот, и спасали этого медвежонка, спасали. Ну и в итоге сейчас она живет в Нижнем Новгороде, зоопарк Лимпопо. Ее зовут Умка Аяна. Еще, наверное, такой интересный случай, когда в 2021 году в Тампонском районе, вот Джабари-Кихая, обнаружили тоже медведицу. Она прошла более 1000 километров. Вот, это был удивительный случай. И, значит, привезли ее, помню, вертолетом до... Тоже ездил наш ветврач в составе большой бригады. Там и МЧС, и Министерство экологии. В общем, большая очень была спасательная бригада. Вот, и наш ветврач Семен Санников ездил. И благодаря вот тому, что приманили рыбьим жиром, да, смогли спокойно ее транспортировать в транспортной клетке, конечно, до зоопарка. Сначала на вертолете, потом на машине. И здесь она пробыла где-то 12 суток. Это был май месяц. Вот, приехали ветеринарный врач из Московского зоопарка, вот, сотрудник по логистике. И очень долго, так как животное большое, вот, искали транспорт. Ну, потом Московский зоопарк решил этот вопрос, и ее забрали. Но вот пока она здесь находилась, конечно, было видно, что медведь очень ослабленный, очень ослабленный. Она когда пришла, то есть зашла вот в вольер, просто полакала воды, и вот в каком положении голову положила на лапы, вот так до 6 утра и пролежала, не шевелясь просто. У нее были как бы и проблемы с зубами, у нее были и на лапах раны, вот, да. И потом в Московском зоопарке уже ей оказали все вот эту, там есть и стоматологи ветеринарные, вот всю эту помощь оказали, и сейчас она очень хорошо
себя чувствуют в питомнике Московского зоопарка. Вот. Ну и Харчану нашу, девочек наших, знаете, да, то есть медвежат там в Ленинградском зоопарке, это уже приплод Якутского зоопарка. Вот. Алмаз у нас в Хабаровске живет, и сейчас вот Вилюй в Екатеринбургском зоопарке. Ну, в общем, у каждого животного здесь своя такая, может быть, летопись, вот, история, поэтому, конечно, когда вот идешь с людьми и рассказываешь, интереснее всегда вот, да, хотелось, ну, мы хотим создать такую аудиоэкскурсию, чтобы было интереснее ходить по зоопарку, не просто смотреть, но узнавать вот истории животных. А мы, в свою очередь, пожелаем успехов коллективу зоопарка Орто-Дайду, в том числе в деле реабилитации и помощи диким животным. Люблю я эту локацию в нашем городе. Знаешь, в любое время года там есть на что посмотреть, есть чем вдохновиться, восхититься и вот просто, знаешь, походить, отдохнуть от городской суеты. И недавно, знаешь, Паша, я задумалась о том, а на какой улице находится наш зоопарк. Ну, немножко, во-первых, поправлю, все-таки не город, а уже за пределами Якутска. Это все-таки уже Хангаласский ус начинается в этом месте. А во-вторых, ну вот можно ли считать улицей, расположенной на Покровском тракте, и есть ли там какой-то прям улица, или является ли тракт улицей? Вот интересный вопрос. Вот я тоже думала, потом подумала, не буду думать, лучше спрошу у тебя, но, видимо, ты тоже не знаешь ответа. Будем вместе теперь думать. Хорошо. Наверное, каждый человек хотя бы раз в своей жизни задумывался о смысле названия тех улиц, по которым он ходит, спешит на работу, в школу. А кто были наши соотечественники, чем они знамениты, почему их именами названы те или иные улицы, парки, скверы. Название — это не только визитная карточка улицы или парка, но и своеобразный памятник той эпохи, в которую оно возникло. Приветствую, дорогие друзья! Сейчас мы находимся на улице имени Чернышевского Николая Гавриловича. Его именем прозвана именно южная часть улицы. Чернышевский Николай Гаврилович был известен как русский философ, революционер, писатель, публицист, энциклопедист и литературный критик. Протяженность улицы составляет примерно 4 километра. Если идти со стороны улицы Хабарова, то мы сможем увидеть сквер имени Владимира Павлова, партийного государственного деятеля. Этот сквер находится рядом с домом, в котором он проживал. Далее идет отделение Фонда пенсионного социального страхования, Театр коренных малочисленных народов Севера, Министерство по развитию Арктики, памятник русским землепроходцам, основателям городов и сел северо-востока России и Московская набережная. На ее территории располагается монумент в честь основания города Якутска. Напротив монумента находится мемориальный комплекс «Вечный огонь». Далее мы можем видеть дом Арчи, сквер Ямчаков и Иннокентьевскую гимназию. Также на этой улице находится учебное заведение, а заканчивается она у проспекта Михаила Николаева. Нынешняя улица Чернышевского была основана в 1938 году и носила название «Набережная», так как проходила вдоль протоки реки Лена. К ней пришвартовывались корабли с купеческим товаром для летней ярмарки. В этот сезон она была наиболее оживленной, поэтому там была установлена полицейская будка под номером 2. Из построек своей архитектурой выделялись дома купцов Васильева и Маркова и предпринимателя Ксенофонтова. Также у края города, на берегу озера Монастырское, были расположены торговые бани, и принадлежали они мещанину Федосееву. Также в 1914 году на этой улице была возведена электростанция, так как для паровых локомобилей была необходима вода, а она бралась прямо из протоки реки Лена. Вот такая интересная и необычная улица есть в нашем городе. На такой ноте я бы хотела закончить наш сегодняшний выпуск. Спасибо всем большое за внимание и до скорых встреч! Изучать название улицы – это, конечно, хорошо. Но что же делать, если, допустим, эта улица на непонятном для тебя языке? Современные молодые родители часто задаются вопросом, зачем детям изучать и знать родной язык? Ведь это может и не пригодиться в их жизни.
Ну а если смотреть с точки зрения устроения счастливой судьбы, то это, конечно, пригодится обязательно. Признание и уважение всех языков является ключом к сохранению мира. Каждый язык, он неповторим, он имеет собственные выражения, которые отражают менталитет и обычаи народа. Подобно нашему имени, мы обретаем родной язык от матери в детстве. Он формирует наше сознание, пропитывает заложенной в нем культурой. Давайте же изучать язык вместе. Добрый день! Үтө күнінен. Сегодня мы выучим некоторые слова и выражения на тему учеба. В этом нам поможет школьница Аня. Үтө күнінен. Аня, где ты учишься? В школе номер 21. Замечательно. Итак, учеба на якутском языке будет үйрех. Повтори, пожалуйста, Аня. Үйрех. Үйрех. Молодец. Слово «школа» на якутском языке заимствовано из русского языка и звучит так. Оскола. Повтори, пожалуйста. Оскола. Молодец. Теперь попробуем сказать «я учусь в школе». Мин осколага үйренебин. Мин осколага Осколага. үйренебин. Үйренебин. Хорошо. Тут важно отметить, что в отличие от русских глаголов, якутские глаголы не имеют вида, рода и неопределенной формы. Теперь повторим наше предложение еще раз. Мин осколага үйренебин. Мин осколага үйренебин. Молодец. У тебя получается. Учитель или учительница на якутском языке передается одним словом. Учутал. Повтори, пожалуйста. Учута. Учутал. Учутал. Хорошо. Класс на якутском языке будет класс. Класс. Книга будет книге. Книги. Тетрадь – это тетерет. Тетерет. Отлично. Ручка – это уручука. Уручика. Карандаш – это карандас. Карандас. Доска – это доска. Доска. Урок – это урок. Урок. Отлично. Интересно отметить, что слово «карандаш» в русском языке заимствовано из тюркского слова «карадас», которое похоже на якутское слово «каратас» – «черный камень». То же самое можно сказать и о слове «книга». Вот так из русского языка в наш язык иногда возвращаются исконно тюркские слова. Теперь попробуем составить с ними предложение. Надо внимательно послушать и повторять за мной. Учитель пришел. Учутал келле. Учутал келле. Учутал келле. Учутал келле. Молодец. Зайди в класс. Класска кирь. Класска кирь. Вытри доску. Досканы сот. Досканы сот. Открой книгу. Кинигени арый. Кинигене арый. Кинигени арый. Кинигене арый. Молодец. Ручка не пишет. Уручука суруйбат. Уручука суруйбат. Отлично. Принеси тетрадь. Тетеретте агал. Тетерете агал. 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 Урок закончился. Урок бютте. Урок бютте. Наш урок также подошел к концу. Мы выучили некоторые слова и выражения на тему учеба, үйрех. В следующий раз пройдем числительные. Керсехадери. Керсехадери.
Ну, а, к слову, родной язык — это не только про разговор, это и, собственно, сохранение традиций, каких-то праздников, народных примет. И вот говоря про праздники, сегодня, 19 марта, по народным приметам именинников, людей с именем Елена и Константин, в этот день ждет небывалая удача. Мы, к сожалению, не Елена и Константин, но, может быть, есть иной повод нам сегодня всем порадоваться, а может быть, даже кого-то поздравить. Давайте узнаем. На календаре 19 марта. Сегодня Всемирный день социальной работы, Международный день клиента, День моряка-подводника в России, День Арктики в Республике Саха, Якутия. По народному календарю – Константиновы круги. На Руси в этот день считалось необходимым вытоптать снег вокруг колодцев, чтобы в них не стекала грязная вода. Для этого их обходили кругами. Первый круг вытаптывал именинник, мальчик по имени Константин. Этот день в истории. В 1474 году, 19 марта, в Венеции принят закон об охране авторских прав на изобретение. В 1899 году в этот день открыта первая в Петербурге станция скорой помощи. В 1906 году указом императора Николая II созданы подводные силы российского флота. 1918. В США принят акт о стандартном времени и утверждено деление на часовые пояса. 1922. В Москве на Шаболовке сдана в эксплуатацию радиопередающая башня. В этот день родились Александр Покрышкин, советский летчик-ас, первый трижды Герой Советского Союза. Лев Кулиджанов, советский и российский кинорежиссер, сценарист и педагог, народный артист СССР. Борис Штоколов, советский оперный певец, бас, народный артист СССР. Надежда Бабкина, советская и российская народная эстрадная певица, народная артистка РСФСР. Егор Гайдар, российский политический деятель и экономист. Нина Ананиашвили, советская и грузинская балерина, народная артистка России и Грузии. Именины сегодня отмечают Аркадий, Елена, Константин, Максим, Марфа, Федор и Юлиан. Ну а если вы Елена или Константин, как мы уже сказали, и сегодняшний день для вас именинников день, и вас ожидает счастье, возможно, вы станете обладателем подарка нашего. А что за подарок даже? Да. Мы вернемся все-таки к тому, с чего мы начинали, что сегодня у нас замечательный такой добрый эфир, поэтому решили подарить отличный, такие пригласительные на оперу Евгений Онегин. Кто хочет попасть на такой замечательный праздник опера Евгений Онегин, вам сейчас нужно будет лишь ответить правильно, самое главное правильно, на следующий вопрос. Назовите отчество Татьяны Лариной. Вопрос несложный. Самое главное сейчас ответить. И, дорогие друзья, определяем мы победителя с помощью генератора случайных чисел. Вот это ничего себе! Такого еще не было у нас, конечно. Вот. Ну, естественно, вам нужно быть подписанными на наш телеграм-канал. QR-код вы можете наблюдать вот где-то вот тут. Вот можно его отсканировать и попасть в телеграм-канал, нажать подписаться, ответить на вопрос. И если вы Елена и Константин, наверное, шансов будет больше. Ну, просто день сегодня Елены и Константина. Там еще был Марфа, Федор, по-моему, много кто. Праздники праздниками, именины именинами, но ведь хорошее настроение может быть и результатом физической активности. Всего 10 утренних минут, потраченных на несложные упражнения, придадут бодрость и силу на весь день. При активных движениях в организме начинает вырабатываться что, Паша? Гормон радости, эндорфин, конечно же. У негативных эмоций не будет шанса. Доброе утро, меня зовут Виталина Алексеева, я ведущий тренер по художественной гимнастике спортивного клуба «Бриллианты Туймады». Сегодня мы с вами сделаем утреннюю зарядку. Начинаем. Готовы. Исходное положение. Ноги на ширине плеч, руки на пояс. Начинаем с головы. Наклоны вперед-назад, в сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Закончили. Следующее у нас упражнение. Поднимаем плечи наверх, отпускаем. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То же самое мы делаем поочередно. И раз, два, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Следующее задание у нас. Ноги на ширине плеч, руки в стороны. Крутим локтевые суставы. И раз, два, три, 4 в обратную сторону. 5, 6, 7, 8. Повторяем. Раз, два, три, 4 обратно. 5, 6, 7, 8. Хорошо. То же самое мы делаем вращение кистями назад. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. В другом направлении. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Закончили. Ручки на пояс. Делаем наклоны вперед, назад. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Спина ровная. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Следующее задание у нас. Наклоны в стороны. Вытягиваемся. Раз. Вытягиваем наше дело. Обратно встаем. 2. Готовы? И раз, два. Медленно. 3, 4. Вытягиваем. 5, 6. Бок растягиваем. 7 и 8. Отлично. Закончили. Всем спасибо. Делайте такой комплекс зарядки каждое утро, буквально 5-10 минут, и у вас будет отличное настроение на весь день. Ну да, про отличное настроение. А вот, кстати, у кого сейчас точно счастье, так это, наверное, дачников, огородников и цветоводов. Все они приободрились, оббросили с себя, наверное, зимнюю одежду и отправились заниматься любимым делом. Ведь весна – это полноценный рассадный сезон. Ну и о комнатных растениях забывать не стоит, ведь это самое лучшее время для их пересадки. Грунт – это основа, в которой рождается и живет растение, и в которой оно, естественно, находит в себе питание и воду, начиная с самого начала жизни, проращивания маленького корешка из семени или черенка, и до состояния взрослого растения. Грунт является средой обитания растений. Как его сотворить самостоятельно, узнаем далее. Доброе утро, дорогие телезрители! За окном календарная весна, и как раз самое время для проведения садово-огородных работ, но уже на наших подоконниках. Сегодня я расскажу вам о грунте, как правильно его замешать для того, чтобы наши домашние цветы выживали в них и радовали нас своим ростом и цветением. Конечно же, можно обойтись покупным грунтом из магазина, но все-таки я, конечно же, рекомендую вам собрать свой грунт. Во-первых, это своеобразная медитация, потому что это занятие будет вас успокаивать. Ну и когда мы составляем рыхлый грунт, корни наших растений, они пропускают больше воздуха, грунт будет быстрее просыхать, и корневая система наших комнатных цветов, она будет всегда здоровой. Так как сбор грунта – это всегда авторская работа и сугубо индивидуальная, можно здесь, конечно, экспериментировать. Самое главное – знать основные потребности наших растений, откуда они приехали, и в зависимости от этого мы собираем грунт. Итак, конечно же, основа – это торф, покупная земля, которую мы покупаем, приобретаем в магазинах. Кокосовый субстрат для рыхлости, удерживает влагу, и, конечно же, мы добавляем камней. Посмотрите, то есть это вулканическая лава, кремниевит и пеностекло. Как раз вот эти камушки цветные, они и будут способствовать для того, чтобы земля не слеживалась в горшках. Так, по соотношениям, то есть мы берем разрыхлителей, таких камушек в пропорции 50%, остальная часть это как раз земля и кокосовый субстрат. И берем, все замешиваем. В зависимости от того, например, для суккулентов мы разрыхлителей камней можем добавить больше, то есть сделать 70%, а для других видов растений, то есть универсальный состав 50% земли и 50% разных разрыхлителей. Эти разрыхлители
органического природного состава, не бойтесь их использовать. Как я уже сказала, это у нас вулканическая лава, вулканическая крошка, кремниевит и пеностекло. Несмотря на то, что иностранное название, также это материал вулканического происхождения, поэтому оно способствует, во-первых, удерживанию влаги, и со временем эти же компоненты дают полезные вещества для наших растений. И как раз я хочу вам сейчас показать, в чем же разница покупного грунта и грунта, который вы составляете сами. Обратите внимание, магазинный грунт, он со временем будет слеживаться и превращаться в такой комок. Вот даже можно сейчас посмотреть. А наш грунт, он такой рыхлый и воздухопроходимый. Ну, отлично. Вот я присутствовала при съемках этого материала. Ты знаешь, вот просто прикоснуться к земле, к этим камушкам, вот, не знаю, что-то поделать, это действительно медитация. И я сразу задумалась о том, что надо бы пересадить и свои растения. Поэтому самое время, дорогие телезрители, это делать в этот период года. Да. Пересадим ли мы их, конечно, вопрос неизвестный, но тем не менее, ну вот, я лично как бы, да, не очень вот воспринимаю, да, вот эту возню в огороде, скажем так. Еще возраст не пришел, пожалуйста. Возможно, да, уже где-то скоро он маячит, и однажды я проснусь и подумаю, что, собственно, почему бы не разбить грядку морковки и не вырастить ее самому. Может быть, однажды такое случится. Ну а пока, дорогие телезрители, мы предлагаем вам узнать, что же произошло за последние сутки в нашей республике и в стране в целом. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. В этом году на реке Вилюй прогнозируют сложную паводковую обстановку. Вскрытие рек ожидается в сроки, близкие к средним многолетним показателям. Как и в прошлые годы, самые опасные места во время половодья – центральные районы и Колыма. Для минимизации рисков с марта на опасных участках рек производится распил, зачернение и очистка льда. Также при необходимости будут использовать взрывчатку. До конца весны волонтеры Усть-Алданского УЛУСа должны изготовить 100 комплектов вещмешков, которые делегация УЛУСа доставит участникам СВО. Основным его составляющим является тактический костюм бойца. Базой для волонтера стал районный психологический центр. Здесь женщины со всех наслегов по желанию учатся шить костюмы, заплетать браслеты выживания, изготавливать специальные свечи. По итогам волонтерской деятельности Усть-Алданское отделение объединения «Матери России» стало лучшим в республике. Они учатся один день, потом у себя приезжают к себе домой и уже с готовыми выкройками шьют эти костюмы. Всего должны мы изготовить 100 комплектов. В комплект входит костюм, тактическая рубашка, шляпа, плащ-палатка и там шевроны, обереги. Здоровье оленеводов проверяют медики Якутска. В центре здоровья записаны более 100 человек. Они по очереди проходят в кабинеты терапевта, окулиста, эндокринолога, онколога. Даже здоровью зубов уделяется внимание. По словам оленеводов, только здоровый человек может справиться с работой в тундре в сложных климатических условиях. Терапевт, окулист, все проходим. МРТ, все. Нейронгритор каждый год проходим. Мы же в тайге круглосуточно. Ну, у нас в стадии 6 человек работает, но у нас зимовка нормальная, все проходит. За звание победителя главных игр оленеводов 20 марта на озере Сайсары будут бороться 57 участников в составе 11 команд. Представители традиционных отраслей будут соревноваться в гонках на оленях-упряжках, метании аркана, буксировке лыжника на олене и комбинированной эстафете. Участники продемонстрируют свои навыки в уникальных испытаниях, которые объединяют традиционные элементы северной культуры и спортивную ловкость. Кабарга попала на фотоловушку в Якутии.
Самец кабарги пожаловал на искусственный солонец в национальном парке Ленские столбы. Солонец – это минеральная подкормка для диких животных. На видео самец кабарги с любопытством изучает пиршество, словно не веря своим глазам. Кстати, если присмотреться, можно заметить у него маленькие клыки. Это отличительная черта самцов, в то время как у самок клыков нет. Специалисты отмечают, что в природе к клыкастым травоядным относят также, к примеру, слонов и кабанов. На этом все. Хорошего дня. Оставайтесь на нашем телеканале. С сегодняшнего дня мы начинаем новый проект совместно с Национальным аудиовизуальным центром «Память народа». В рамках этого проекта мы будем рассказывать о героях Великой Отечественной войны, их подвигах и вкладе в историю нашей страны. Вилюйская гидроэлектростанция – первое в мире уникальное сооружение, построенное на вечной мерзлоте и являющееся основным источником энергоснабжения Западной Якутии. Она дала возможность начать широкомасштабную разработку алмазных месторождений Якутии. И сегодня рубрика «История в кадрах» расскажет о герое социалистического труда, основателе Вилюйской гидроэлектростанции, имя которого Евгений Никонорович Батенчук. Здравствуйте, меня зовут Егор Пеньков. Я ведущий методист Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. В фондах Национального центра аудиовизуального наследия хранятся более 1000 киновидеодокументов о Великой Отечественной войне. Одним из них является история ветерана, участника войны, человека, с именем которого связаны крупнейшие события XX века в Якутии. Освоение месторождения алмазов и строительство Вилюйской гидроэлектростанции Евгением Никоноровичем Батенчуком. Участник Великой Отечественной войны Евгений Никонорович Батенчук родился в 1914 году в семье рабочих. В начале 40-х годов судьба Батенчука оказалась схожей с судьбами многих советских солдат и офицеров, оказавшихся в тяжелых боях 41-го. Отступление, окружение и плен. В 1945 году участвовал в строительстве Краснополянской ГЭС в Краснодарском крае и нашел свое призвание. На этих кадрах в Восточно-Сибирской студии кинохроники мы видим фрагменты из документального фильма «Соната» 1966 года, где запечатлена одна из важнейших страниц в истории республики – строительство гидроэлектростанции на берегу реки Вилюй. В 1958 году Центральный комитет Коммунистической партии поручает строителю гидротехнику Евгению Батенчуку возглавить строительство Вилюйской ГЭС. Задача была экстремально сложной. Крупную гидроэлектростанцию предстояло построить в сжатые сроки в абсолютно безлюдной, удаленной от дорог и производственных центров местности, в суровом климате на вечной мерзлоте. И уже в 1967 году заработал первый гидроагрегат, а алмазодобывающие предприятия получили жизненно необходимую электроэнергию. А на этих кадрах вы видите документальный фильм «Накануне» 1967 года. Советский партийный государственный деятель, первый секретарь Якутского обкома КПСС Гавриил Иосифович Черяев запускает агрегат Вилюйской гидроэлектростанции. И во главе этой великой стройки стоял человек неимоверного упорства и всепобеждающей воли, неуемной энергии и огромных знаний – Евгений Батенчук. Человек, оставивший героический след в памяти народной. Это была рубрика «История в кадрах». История мужества, героизма и неистребимой воли к жизни. Уникальный кадр, Паша, согласен? Ну да, можно сказать, даже бесценные, потому что это история. Ну, говоря кстати говоря, на тему, порой фото и видеоматериалы могут стоить целое состояние. Вот, например, один из оригинальных отпечатков знаменитой фотографии Альберта Эйнштейна, на которой он показывает язык, который все мы прекрасно знаем, он был продан на аукционе в Бостоне за внушительную сумму $338 630. Этот снимок был сделан 14 марта 1951 года фотографом Артуром Сассом. В этот день Эйнштейн праздновал свое 72-летие, а после окончания вечеринки он воспользовался предложением друзей отвезти его домой. Как только ученый сел в автомобиль, репортер попросил его попозировать. Уставший от камер ученый вместо этого просто показал язык.
язык. Так появился этот культовый кадр. Позже, увидев фото в газете, Эйнштейн попросил 9 отпечатков, чтобы подписать их и подарить друзьям. Один из этих экземпляров и оказался на аукционе. Изначальная цена лота составляла немногим более 40 тысяч долларов, но интерес коллекционеров привел к значительному увеличению ставки. В итоге фото приобрели за 338 тысяч 630 долларов. Да, и этот экземпляр был адресован экономисту Отто Натану. Он бежал из нацистской Германии в США и работал в Принстонском университете, где познакомился с Эйнштейном. Вот так, представляешь, была одна стоимость, да, благодаря аукциону другая. Вообще деньги — это такой определенно мир Никогда не знаешь, неконтролируемый. куда нужно инвестировать, да, что с годами может многократно увеличиться в своей цене. Ну, и как бы навык распознавать это очень важен. Вообще, в принципе, умение управлять деньгами — это не просто навык, это вообще целое искусство, которое помогает строить стабильное будущее для себя и своей семьи. Если вы хотите освоить это искусство, то у вас есть уникальная возможность. Уже 21 марта стартует 4-й республиканский фестиваль финансовой грамотности под названием «Семья. Инвестиции в будущее». И сегодня у нас в гостях заместитель министра финансов Республики Саха-Якутия Лариса Павлова-Афанасьевна. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, поговорим, наверное, для начала вообще, что за такой интересный фестиваль финансовой грамотности «Семья. Инвестиции в будущее». Да, что нас ждет? Ну, для начала я хочу немножко поправить вас, потому что наш семейный фестиваль «Семья. Инвестиции в будущее» стартует уже с сегодняшнего дня, с 19 марта и продолжится до 21 марта. Значит, мероприятие у нас продлятся 3 дня. Первые 2 дня у нас будет интерактивный формат. Значит, с 19 марта в трудовых коллективах стартует уже акция «Стоп, мошенник». Наши волонтеры финансового просвещения пойдут в трудовые коллективы и будут рассказывать о том, как уберечься от финансового мошенничества. А 21-го также будут интерактивные площадки развиты, потому что мы привлекаем очень много федеральных спикеров. И будут работать 2 крупные большие площадки. На одной площадке будет обсуждаться тематика «Бизнес-диалог». Будут привлечено предпринимательское сообщество. А на второй крупной площадке федеральные спикеры будут очень широко рассказывать про вообще стратегию финансовой грамотности, про развитие финансовой культуры. И каждый желающий может найти для себя интересную лекцию. А вообще весь материал у нас размещен на сайте finfest.ekt.ru. Там есть подробная программа и распределены все ссылки, по которым слушатели могут перейти и прослушать лекции. Но самое главное, вот пользуясь случаем и эфиром, я хочу пригласить все население нашей республики, особенно горожан, потому что 21 марта на площадке у нас уже будут очные мероприятия в мультимедийном парке «Россия. Моя история» по адресу дом Уткина, 5. И мы всех приглашаем с 14 часов. Семьи приглашаем, потому что там будет очень много интересных мероприятий. В том числе будут проводиться квесты, игры для детей, для взрослых. И также будет проведена ярмарка местных товаропроизводителей. Это 21-го будет вот это вот точно. Да, это 21-го, еще раз повторяюсь, 14 часов. Да, в мультимедийном парке «Россия. Моя история». То есть можно провести время не только, так, знаешь, с интересом огромным, но еще и, самое главное, с пользой. С очень большой пользой, да. Ну вот говоря про пользу, да, вообще финансовая грамотность, ну вот всегда ли она была вот прям настолько важна человеку, или вот в современном мире все-таки ее важность и необходимость увеличилась? В современном мире финансовая грамотность у нас приобретает вообще совершенно другое значение, потому что мы живем в стремительно развивающемся цифровом мире, и наши финансы, они приобрели цифровой формат. И, конечно же, те навыки, которые мы приобретаем, поднимая свою финансовую грамотность, это, во-первых, и управление своими личными финансами, семейными финансами, своими расходами. И помогает нам принимать взвешенные решения по отношению к своим деньгам. Например, куда инвестировать, как
как накопить деньги на основные свои нужды. И в то же время это помогает нам уберечься от финансового мошенничества, которое, к большому сожалению, у нас сейчас вот захлестнуло в таком масштабе. Да, да. Ну а как семье правильно распределить доходы свои, чтобы хватало и на текущие нужды, и еще чтобы получилось накопить немножко? Вот различных инструментов очень много, но я бы порекомендовала вот зрителю, чтобы они обратили свое внимание на очень хороший портал «Мои финансы РФ». Этот портал разработан при содействии Министерства финансов Российской Федерации и Банка России. Там сосредоточены все инструменты по финансовой грамотности. В том числе там есть очень хороший курс, как, например, начать работу со своими личными финансами и увеличить свой доход. Очень хороший краткосрочный такой небольшой курс может пройти абсолютно бесплатно любой гражданин. И потом уже вы можете уже применять различные инновационные там, калькуляторы по ведению семейного бюджета. Еще раз, моифинансы.рф. Да, моифинансы.рф. Запоминаем, дорогие телезрители, но, собственно, если вдруг вы еще не знаете, чем заняться 21 марта, то обязательно посетите интересный фестиваль и получите хотя бы первые навыки того, с чего нужно начинать экономить свой бюджет, да, как можно это все в семью внести, детишек научить, ну и, собственно, получить из этого, конечно, в первую очередь что? Финансовую выгоду. Пользу вообще для себя, да и как минимум просто саморазвитие очередной раз, Да. никогда лишним не бывает. Спасибо большое за то, что посетили наш утренний эфир. Мы желаем вам хорошего настроения и прекрасного рабочего дня. Спасибо. Ну а с вами, дорогие зрители, мы прощаемся ровно до завтра и желаем, конечно же, вам отличного дня сегодня, чтобы все цели, которые вы себе поставили, обязательно были достигнуты. Но уже завтра в 7:00 мы встретимся вновь на телеканале Якутия 24. До новых встреч!